Безмятежное утро тихого дня. Для нас это обычный момент, а для гвардии младшего лейтенанта медицинской службы разведки, участника специальной военной операции Николая Максимова, самые желанные и счастливые мгновения отпуска. Спокойный, мужественный, улыбчивый молодой человек с легкой грустинкой в глазах. Мы договорились встретиться и пообщаться в музее. А разговор начинаем с самых заветных воспоминаний о родной сторонке, о кормилице тундре. Моя родина, поселок Тикурдах, это тундра, это оленеводческое стадо, вот. Лодка, моторка, речка Индигирка. Вот. Это бескрайная красота тундры. Вот это вот самое такое вот впечатляющее: рыбалка, охота, вот. Традиции, уважение к старшим. Вот. Обряды, обычаи. Где бы ты ни был, в каких-то бы тебе, в случаях жизни не было трудно, ты всегда вспоминаешь своих сородичей, свою родню, вот, своих бабушек, дедушек, вот, как они, например, кормили огонь, вот, как они относились к реке нашей, как к нашим духам относились. Вот. Если ты чтишь обряды, то есть традиции, да, это большая сила, это большая уверенность потом идет. Я всегда думаю, что меня поддерживают большие духи тундры, мои родственники, мои родные. Это очень-очень большая поддержка в трудные минуты. Приехав сюда домой, я здесь испытываю больше отдыха, скажем так. Я наслаждаюсь этими днями. Белые простыней, диваном. Впитываю энергию. Вот. Беру больше совета, скажем так. Делаю выводы, анализирую. Вот. Ну, а на фронте нет, не бывает таких моментов, когда ты... Все время на чеку надо быть, да? А? Все время на чеку, все время. Да, надо на чеку быть, действительно, потому что боишься всегда, что где-то что-то разорвется, где-то что-то упадет, например, ракета или мина. Как-то так. В профессию медика я пошел по желанию, скажем так. У меня мама, моя родная мама, короче, она по профессии фельдшер тоже вот. Часто к ней ходил на работу, вот, в Чукурдахскую районную больницу. Вот. Видел, как наши медики бегают, борются за своих пациентов, за больных. Вот. И мне не то, что стало интересно, а просто я испытал то чувство, что человек, оказывается, может, то есть доктор может сделать выше всего и спасти человека. Вот. И испытал как бы эту уверенность стать медиком в будущем. Вот. Потом поступил, закончил, вот. И в дальнейшем работал уже и в своем родном селе, в своем родном Улусе. Вот. Потом в дальнейшем работал в городе, набирался опытом. В медицине вообще нет легких путей. Вот, да. На скорой проработал больше 15 лет. Вот. В республиканской больнице проработал тоже достаточно больше времени. Совмещал работу. Вот. В реанимации работал в республиканской больнице. На скорой фельдшером работал, вот, выездной бригады. Вот. И потом, когда наступил ковид, вот, я работал в санитарной авиации, вот, эвакуационной бригаде. То есть мы выводили самых тяжелых ковид-больных с улусов. Вот. И практически каждый день летали, круглосуточно летали. Вот. Очень тяжелые случаи были. Ну, почти всю Якутию облетал.
А когда началась специальная военная операция, не было даже сомнения, что да, отсидеться там, врачам же, медикам дают льготы. Медики все испокон веков военно обязаны. Не колебался, сразу, да, действительно пошел, потому что медики, они везде нужны. Позывной Якут. Почему Якут? Ну, позывной, вот, на фронте у нас как бы имеется два позывных. Как бы. Вот. ДОК-14 у меня это еще с 22 года, это мой постоянный позывной. А Якут это резервный. Вот, видите. Якутов вообще вот встречается очень много позывных. Вот, ну, там, например, кто-то с Якутии, все, Якут, или там кто-то раньше в Якутии работал, все, Якут он. Вот. Русских, очень славян, ребят, которые я знаю, с Северного флота, все якуты. Как бы спросят, а где? Ну, на самом деле, оказывается, Северный флот является многосторонним таким войском. Вот. И часть стоит, одна из частей находится в Тиксе. Вот. И те, кто там служил, на себя называют якутами. У нас якутов, скажем так, на фронте очень сильно уважают. И когда тебя спрашивают, откуда ты, я говорю, ну, с Якутии, кто-то по национальности. Ну, ты не говоришь, что, ну, как бы, якут, а говоришь, как бы, юкагир. Они такие сразу учитывают, как бы, ну, это кто такие, типа. Я говорю, это, ну, коренные жители юкагиры. Вот. Ну, как-то, да, они сразу начинают там интересоваться. Вот. Например, скажешь Саха. Да, да, я знаю, кто такие Саха. Вот. Знаем, а вот именно кто такие вены, венки, короче, юкагиры, очень мало нас. Вот. Встречал ребят с Колымы, то есть я знаю, что ребята служат с 83-й бригады с Колымы, вот, с Андрюшкина. Вот. Если ты с Якутии, говорят, то ты снайпер. Я говорю, не только снайпер, говорю, но и хорошие врачи, и медики, говорю, вот, хорошие артиллеристы. Вот. И что странно, что я в роте, в батальоне был один с Якутии. Вот. И это как-то маленько, ну, вот, какая-то гордость, что даже комбат говорил, у нас единственный якут, вот, ну, Саха. Ну вот гордость за свою родину. Да, большая гордость, да, за то, что ты имеешь честь защищать вот свою республику, вот так вот. Они все говорят, да, вот, ну, у русских, ну, как бы сказать, у моих однополчан, русские, у них ассоциируется, человек, если с Якутии, то все, ты охотник, ты вот это вот на самом деле. Ну, на самом деле так и есть. Ну, так и есть, конечно, Ага. действительно, да, я вам просто показывал как-то. Пошел не раз на охоту, закончились у нас консервы, и в ночное время суток через тепловизор добыл косулю или кабана. Вот. И все там удивлены, как бы, ну, надо же кушать, говорю, как-то надо бульон покушать, говорю, не каждый раз там сухой паек. Вот. Да, это все делается с осторожностью. Вот. В следующий раз, уже, когда мясо заканчивалось, уже ребята просили, там, давай, Якут, сходим куда-нибудь с тобой на охоту или на рыбалку. Вот. Бывают такие моменты. Ну, духом никогда не падаешь, всегда мотивируешься, всегда вот поднятие настроения. Вот. Но если будешь духом падать, если какое-то настроение такое вот, ну, плохое, да, это можно потеряться. Вот школа скорой помощи, 15 лет, да, вот медицина катастроф. Этот весь опыт, наверное, очень сильно пригождается, да, там? Да, безусловно, да, конечно. Благодарю своих учителей, своих преподавателей вот, по медицине, особенно своих коллег, однокурсников, то, что они меня чему-то научились. Медицина это приходится не все сразу, медицина очень такая вот, очень трудная, кропотливая работа. Вроде бы ты знаешь, а на самом деле ты должен что-то еще доучиваться. Вот. Вот, например, я работал в гражданской медицине, а
военно-полевая медицина совсем разное понятие. Это вроде бы ты и оказываешь помощь, а вроде бы ты, ну, это другое направление. Вот, другое вообще направление. Например, люди в гражданской медицине, пациенты, они, как бы сказать, нетерпеливы, честно скажу. А на фронте ребята, получив ранение, тяжелое, среднее, любое ранение, они терпят. Вот. Ты когда подходишь к раненому, а у него отрыв конечности или отрыв руки, там, кисти, там, или пулевое ранение грудной клетки, вот, или пневмоторакс, ты должен подойти и просто его успокоить, потому что медик — это второй бог. Ты для него ангел-хранитель. И ты к нему уже подходишь, и уже говорят, по рации кричали, вот, якут, якут, короче. И действительно, я просто был уверен, что я ему помогу. Я его спасу. И когда я прибегал, ребята все радостные, ну, радовались. То, что действительно вот наша опора пришла. Вот, уверенность. Ну, жизненный такой вот опыт, особенно в своей работе, это приходит все время, всегда. Очень трудно. Вроде бы ты утром сидел с ним в одном блиндаже, одну сигаретку курил, а после обеда или, через некоторое время уже его не стало. Ты потом, когда его берешь, вытаскиваешь, а он смотрит на тебя. И думаешь, он чей-то сын, чей-то вот папа, отец, племянник. И я очень горжусь, что воевал с таким воином. Они очень храбрые, они очень мужественные. Не зря отдали свою жизнь за свою родину. Я думаю, что они там сверху сидят сейчас, и радуются за меня, что вот, действительно ты нас вытащил. Вот. Никогда не надо печалиться. Вот. Все боевые, погибшие мои товарищи, они у меня находятся здесь. Я очень этим горжусь, очень сильно. Показывает мужчины какого-то детства. И поскорее бы это все закончилось, действительно. Она закончится, и победа будет за нами, несомненно, как бы нам трудно не было. Север наш закаляет. Мы ничего не боимся. В плане по работе. Вот кто для себя сделает какой-то быт, например, да. Некоторые там, бывает там, они свой блиндаж делают, да, не по совести, там, выкопали там для себя, да, и легли. А у нас должен быть быт какой-то. Хоть и маленький блиндаж, но все равно быт должен быть. Как в избушке в тайге, в тундре, да? Все на своем месте. Они такие, иногда командиры заглядывают, Николай, у тебя там и столик, и стул здесь, Я говорю, конечно, все как положено, говорю. И оружие у тебя всегда в чистоте держится. Я говорю, конечно. Всегда, показываю пример, потому что ты все равно являешься командиром подразделения, особенно медицинского. Те, кто ребята помладше, они брали пример со старших, действительно. Да, бывали моменты, когда очень нет условий, но ты все равно старался как-то сделать свой быт. Чуточку дом, чтобы тебе было комфортно работать в этом плане. Я верующий, да. Без веры никак. Когда
приходят к тебе эти мины, ракеты, ты уже всем богам молишься. Тебе страшно. И потом выходишь после обстрелов и смотришь, куда упала мина. И действительно были моменты, когда вот упало 8 ракет. Вот. И они вокруг тебя. Я думал, если бы одна ракета сюда упала бы от вертолета, бы, все, тебя бы не стало бы. Вера спасает. Да, Вера, действительно. А вот ты контуженный, да, раненый весь, перераненный, а нет возможности списаться, вернуться домой на мирную жизнь? Сложно же очень с такими ранениями. Не знаю, честно. Я не могу сказать. Я думала, что Чукурдахе живу, и ничего Не коснется. не коснется. А постучался и нашу дверь. Это же страшно. Он даже когда там, находясь там, он мне говорит, я звонила, там все говорят, Маша, твой сын в Украине, что ли? Нет, говорю, нет. Я со мной разговаривала. Потом он сам позвонил 2 часа ночи. Мама, как говорит, я сразу поняла по голосу, ты где? Мама, я тут, говорю, но я, говорит, как медик попала в санчасти, вот так как бы. Ну, я тогда говорила, вот не выходи из палатки, там, принеси, подай до того. И мне было уже ясно, что принеси, подай его не будет. Он как бы им братом. Ага, но потом он ничего не рассказывал, где он там. Вы не знали, что он ранен, да? Он попозже уже, когда люди сказали тоже. Дочь узнала. Ага, дочь узнала, и я даже по походке, я говорю, тут что случилось? Ничего. Ага. Потом Секуска позвонили, говорят, твой сын коми, да? Как коми. А потом я позвонила, говорю, мама, я здесь. Я в госпитале, говорю, никакой комы, ничего нет, и не бойся, я с тобой разговариваю. Ага. Потом сначала попал в Воронежскую область. Я даже с большим материнскими благодарностью обращаюсь, прямо говорю, вот в Воронеже давным-давно уехала в Киселева Бабыкина Людмила Петровна. Они оттуда давно уехали, они местные, но этот сын Бабыкин Денис сразу поехал в госпиталь и встретился с моим сыном. И там военным, который был раненым, они принесли прямо в виде гуманитарной помощи и яблоки, и еду, все принесли. Потом Колю перевели в Рязанскую область. Находясь в отпуске, моя подруга, мы с ней уже больше 30 лет работаем, медсестра Вера Александровна Семенова, они русские. И у нее сын находится в Туле. Я рассказала Коле, говорит, Рязани. Она меня на следующий день звонит. Мария Ивановна, не беспокойся, мы едем к Коле. Они что только там не купили. И Коля потом рассказывает, говорит, я всем рассказываю, где это Якутия. А палате уже столько палат, столько раненых, столько солдат. До последнего, говорит, этого пачки сигареты я всем раздал. Мы не одни. Мы не одни. Вот. Я как будто, я сама там побывала. И фотографии, и носки, и футболочки. Он тоже очень такой, вот такой, даже фотографию увидели, он такой, он очень-очень, он плаксливый. Ага, меня поцелует, обнимет, мама, прости, да прости, и вот сразу плачет. Мама – это поддержка, мама – это большой дух, скажем так. Вы же знаете, что у нас в Якутии у нас глава семейства – это женщина. Почему? Потому что она держательница очага, она воспитывает. Вот. А мужчина у нас добытчик. Вот. Видите. Конечно, мама – это авторитет. Действительно, там
Маме все дозволено. Вот. Даже взрослого сына Да, можно взрослого поругать. сына, да. Это что-то дается. Это, конечно, до ума доводит. Если чтоб отец не додал, мама, вот, она всегда даст упор, короче, поставить. Вот. Ну, есть такая профессия, родину защищать. Есть кинофильмы офицера, скажем так, не знаю, потому что в детстве это каждый раз показывали во всех. Меня там ребята ждут, я командир. Они, ну, как говорят, то, что ты нам дух поднимаешь, уверенность. Вот. Я вот сейчас уехал, ребята очень сильно расстроились. Они сказали, возвращайся по-быстрому. Ну, когда ты работаешь со своими ребятами, с братьями, скажу, вот, мы уже все в полуслова понимаем. И ты уверен, и они уверены. Вот. Специально уволиться. Ну, пока не рассматривал такой вариант, честно. Надо служить, надо защищать, надо идти дальше, несмотря ни на что. Но был момент, когда я получил письмо от маленькой девочки, письмо солдата. Вот. Она учится в 4 классе. Она писала, короче, из Донецка. Вот. Я это письмо очень сильно сохранил, она по сей день у меня. Вот. Когда ты перечитываешь, когда тебе трудно, вот, и ты просто перечитываешь это письмо. И ты смотришь этот почерк маленькой девочки. Вот. И ты должен быть уверен, что она должна быть в защите, в помощи в себе. И ты мотивируешься. Вот недавно тоже получил письмо из Чекурдаха, вот, тоже от маленькой девочки, вот, от Дашеньки. Вот. И она тоже написала мне такие теплые слова, короче. И чувствуется, что это написано не с подготовкой там, от кого-либо, а именно чувствуется, что вот дети пишут от себя с ошибками, да, но это очень приятно, это очень так мотивирует, действительно. И просто пишут там, тебя дома ждут и вернись домой. Вот. И ты всегда носишь под бронежилетом, вот, и в кармашке где-нибудь. И ты уверенно уже идешь работать. Спасибо моим родным, спасибо моим сородичам, вот, то, что вы меня воспитали, то, что дали уверенность мне. Я очень вас всех люблю, очень вас всех уважаю, ценю. Победа будет за нами. И как бы трудно мне не было, вы со мной всегда рядом. Вот. Как-то так. А в чем сила? Сила в семье. Сила любви к родине. Сила в правде. Да, действительно. Но я думаю, что сила в семье должна быть. Потому что если семья — это уверенность, это мотивация, вот, это дисциплина, это воспитание. Без нее никак, без семьи никуда, действительно. Если человек как-то без семьи, ему трудно очень. А если ты испытал это, прошел через все, вот это вот воспитание, дисциплину, самоуверенность, через тундру, скажем так, мне это все пригодилось. Сноровка, вот.
ум, качество, не только. Я очень хочу, чтобы ты вернулся. Вернулся к своей семье, к своей маме, на свою родину. Чтобы в тундру поехал, поохотился от души, отдохнул, рыбы наловил. И чтобы обратно на свою работу любимую вернулся. В медицину. Здесь спасал уже на гражданской людей. Я очень этого хочу и желаю тебе. Возвращайся, солдат. Спасибо. Я уверен.